Всем привет, дорогие друзья! Мы в селе Выльгард, в районе сапоговаляльной фабрики. Здесь несколько лет назад мы построили дом. Сейчас вовсю идет процесс внутренней черновой отделки. Вот мы с Андреем это и делаем. Когда мы сюда заходили, была вот такая картина. Просто брус и все. Просто потемневший брус. А сейчас обратите внимание на ситуацию. Здесь по стенам, по внешним стенам уже сделана пароизоляционная мембрана. И уже вовсю делаем каркас. Да, каркас под гипсокартон, который вот как раз вот он и лежит. Тонкостей здесь много. И попрошу об этом даже рассказать Андрея. Сначала мы пароизолировали все внешние стены. Начали, проклеили дегерметизацию черной пленкой, все и белой. Все швы. Соединения Лентами. Потом начали выставлять металлический каркас, обходя все трубы снизу заметно. Выставляли сразу под лист гипса, чтобы меньше резать и делать. Это как раз вопрос экономии. Андрей правильно говорит, что грамотно лучше изначально выставить стойки, чтобы потом легко укладывать гипсокартон и в нужные места закручивать. Потому что абы как с шагом выставят, потом думают, а как стыковать? То есть мы заранее облегчаем себе работу, планируя наши дальнейшие действия. То есть Андрей правильно сказал, что он сначала грамотно выставляет весь каркас под гипсокартон с минимальным расходом, а потом уже сейчас будет монтироваться гипсокартон. Это видно, как декоративно, как красивенько все обходится, чтобы потом красиво все облицевать. Мощный, надежный каркас. И надо добавить, что мы не доходим до потолка. Много чего не рассказываешь, чтобы мало ли будет остаточная усадка, когда тепло дадут, чтобы дом мог слегка осаживаться и сам каркас, то есть и следовательно каркас с гипсокартоном не пострадал и стены не повело. Вот здесь будет кухня, правильно? И он будет вешаться. А на что повесить кухню, если у нас здесь пустота, то есть заранее? До монтажа гипсокартона надо знать, где будут радиаторы, где будут тяжелые шкафы, как здесь, например. То есть где пойдут коммуникации, чтобы мы заранее уже спланировали, например, трубы облицевали. То есть заранее уже знали, где будут технологические выходы, где будут навесное оборудование. И заранее сделали какие-то закладные, которые могут привязываться к стене или могут привязываться к каркасу. И надо же понять уровень прочности, надежности этой конструкции. То есть здесь будет навесной шкаф. Эти саморезы. То есть выдерживает. Надежная конструкция. Вот мы видим еще закладную, вот эту сверху. И она по всему периметру. Она сделана, чтобы специалисты, которые пришли после нас уже, спокойно сделали натяжной потолок. В этой комнате уже все готово. Сейчас вовсю делаем основу для другой комнаты. А потом переходим ко второму этажу. То есть хотел вам показать, как происходит внутренняя обшивка стен гипсокартоном. То есть какой идет пирог. Что надо учитывать закладные, надо учитывать технологические отверстия. В дальнейшем сколько будет подрезок под батареи, под коммуникации. То есть это тоже надо учитывать. И заранее их монтировать до гипсокартона. То есть вы заранее должны это все сделать. Для нас остаются только выходы, чтобы мы красиво просверлились и смонтировали гипсокартон. То есть вы заранее должны закрыть вопрос с электрикой. Вы заранее должны вопрос закрыть со всеми коммуникациями. Только после этого закрывается все гипсокартоном. Вот эти две стойки, они идут тоже как усиление, как закладная под радиаторы. Вот эти две. То есть мы заранее планировали кухонный гарнитур, мы заранее планировали стойки под радиатор, все технологические отверстия, которые идут под коммуникации. То есть это заранее планируется. Потом все, это зашивается, уже туда никто никогда не залезет. А представляете, мы закладные не делаем, вы приносите радиатор здоровый, тяжелый. К чему крепить? Вот логически, вы задумайтесь, к чему крепить? К тонкому гипсокартону, который будет крошиться, расшатываться и вот эти дырки будут расшатываться и крошиться. Нет, заранее надо что-то заложить, что-то жесткое сделать.
Вот к жесткому надо крепить. Вот мы сделали. Что здесь, что по потолку натяжному. То жесткая конструкция. Сделано, сделано. То есть вот к этому крепитесь. Все сказал. И вы все поняли. Так что, дорогие друзья, нужен будет вопрос по монтажу стен гипсокартоном, обращайтесь. Просто посчитаем, все расскажем. Все, и на этом все. Захотите, с радостью сделаем. Вот сейчас мы на втором этаже. Эту комнату делали мы. Соседняя комната была сделана не нами. Просьба вот как-то так сразу оценить и понять уровень. Вот эту комнату делал другой специалист. Я не могу сказать, что она сделана плохо, сразу не могу сказать. Она сделана хорошо. Если бы я делал, я обыватель, да, я бы сделал так же. Сразу хочу сказать, сделано хорошо. Просто прошу оценить сам подход. В чем подход? В уровне закладных. То есть как они были сделаны. То есть как привязывать натяжной потолок, то есть переходы разные, то есть какие-то пустоты. Очень сложно будет врезаться, да, и нормально зафиксировать. Это уже вопрос. Разные крепежи зачем-то не совсем понятно. Уровень закладных под батареи тоже вопрос. Такие небольшие речки, не совсем серьезные. По мне, я считаю. У нас здесь, да, нет стартового профиля направляющего, да, и нет конечного профиля, который делает некую рамочку, как картину. Вопрос чуть-чуть подходит в аккуратности, например. В ровности, в горизонтали. Не могу сказать, что это критичная работа, но видно, что делал человек. Вот резко просто посмотрите сюда. Здесь подход другой, где сразу пошла парализационная пленка. Четко элементы, там демпферная лента, да, специально, потом жесткий каркас, все аккуратные элементы. Верхняя планка, нижняя стартовая планка, там еще все проклеено. Пойдет дополнительные закладные под натяжной потолок, дополнительные закладные под батареи. То есть мощь какая-то, вот чувствуется, зашли, сделали. Вот просто два чуть-чуть разных мира, чтобы вы понимали, в чем отличие. Это тоже надо прочувствовать, это надо понимать, за что вы платите деньги. То есть, и какой результат вы хотите получить. То есть, приходя к нам, вы получите вот такой результат. Четко, правильно, без вопросов. Сделали, ушли. И без геморройно, главное. Еще внимание по дефекту. Стыковка гипсокартона по углу. Если здесь гипсокартон в угол приходит, я его жестко зафиксирую, да? И он должен быть жестко зафиксирован, потому что там пойдут обои. Здесь гипсокартон приходит, и он деформируется. Этот угол лопнет. Это 100%. Этот угол лопнет, и обои разойдутся, здесь будет щель. Пойдемте наш. Вот наше угловое соединение. Оно жестко, что здесь, жестко, что здесь. Вот угол. Я делаю гипсокартон, у меня жесткая основа, жесткий угол. Следовательно, и он зафиксирован, он единый. Это не два разных элемента, он сшит. Этот угол сшит, вот здесь видно саморез, они сшиты. И, следовательно, у меня соединение жесткое, никак не разойдется. И обои не треснут, и штукатурка, шпаклевка, она не отойдет, не будет сыпаться вам, и обои не отойдут. Вот так. Вот так надо делать. Вот эта стойка, даже то, что у вас возник вопрос, что она тут делает? Это стойка для лазера. Сюда устанавливается лазер, чтобы, допустим, вот опять же, дверной проем. Да, понимаете, не на глаз, как в той комнате я говорил, многие элементы сделаны на глаз. Вот пойдемте. Вот, например, вот этот элемент, видно, что он вот так вот под углом идет вниз, да? Видно взглядом, здесь бруса меньше, здесь бруса больше, и идет вниз. Это такая мелочь, но она тоже важна. Вон аж поплавок ушел. Вот так должно быть, а по факту вот так. В нашем случае, почему стойка-то стоит, вот это декоративно,
вот эта стойка. Здесь укладывается лазер, например, для монтажа вот этого элемента. Видите? Да, все четко. Пойдемте сюда. Для монтажа вот этого элемента. Видите, за что вы платите деньги? Сейчас попаду, что? Ну, на крепежку не попасть мне тут. Так. То есть, вот это наш подход. Четко, профессионально, ну и надежно. Это дом. Повторюсь, дом строится на многие десятилетия, не годы. Вы один раз вложились в качественную, хорошую работу и спокойно, просто вообще и спокойны, и убеждены, что здесь все хорошо. И это наш стандарт, это наша норма. Так должно быть. То есть все должен, ну и специалист, строитель, все должен делать профессионально. И, следовательно, и заказчик получает дом. Представляете, каждый этап: отопление, водоснабжение, канализация, электрика, вентиляция, каркас, внутренняя обшивка, внешняя. И формируется вот это качество строительства, качество дома, его уют. А представляете, на каждом этапе делать не очень, да? То есть, и вы получите сарай. И как вы в этом доме десятилетиями будете жить? То есть, или в сарае, или в доме, который вас будет радовать. Я предлагаю в доме, который вас будет радовать. Даже вот черновой вариант, но уже кайф, да? Ну вот мы здесь вот мы здесь поснимали с вами, вот сделали видеообзор, но уже кайфово же на это посмотреть. Даже нам, хотя мы видим эту работу, но весьма часто, даже нам кайфово смотреть на эту работу, как все четко, горизонтально и вертикально. Дорогие друзья, если и вам необходимо построить дом или также сделать внутреннюю отделку, обшивку стен гипсокартоном, будем рады быть вам полезными. Приходите в ваш центр домостроения. Наш телефон 8 912 868 47 48. Будем вас ждать. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.